Вот так Бахтияр Мусаев включает свет в своем доме в массиве Лавровое поле в Ялте, протягивая провод от автомобильного генератора. Электричества здесь нет, как нет и других элементарных условий жизни. Ни света, ни воды, и постирать, это вечные тазики, свет, знаешь, если муж уехал на работу, то сложно подключить. 2 детей выросло, здесь младшая уже родилась здесь. Почему моя семья должна в 21 веке жить в таких условиях, без воды элементарно, без света? Вышло постановление номер 252. Согласно этому постановлению, человек, который определился с местом жительства, построил дом до 2014 года, до референдума, узаконить эти дома. Мы вошли в реестр, у нас есть кадастровый номер на наш дом, то есть уже российский, да, то есть но постановление 252 на нас почему-то не распространяется. Лавровое поле – поляна протеста, на которой крымские татары стоят почти 20 лет. Таких, как семья Мусаевых, на Лавровом поле более 15 семей. Это те, кто фактически здесь проживает. Всего же на поляне числится 130 семей. Бывшая действующая власть нам предложила эту поляну как альтернативную землю, чтобы мы освободили поляну протеста в районе поселка Коцевели. Мы перешли, начали обустраиваться, сдали все документы, отбили границы всех участков. Это у нас есть документация, что обещали провести свет, провести воду, провести дороги. Все эти годы жители подавали необходимые документы для оформления своих участков и домов, но постоянно получали отписки. Не раз на поляне протеста происходили беспорядки, постройки сносили. Да мы с 2004 года здесь все бьемся, свои земли восстановить никак не получается. Но есть же простое решение Верховного Совета СССР, будем говорить, да? Вернуть народ, дать им возможность здесь обосноваться на этих своих родных землях. В этом доме с 2003 года я живу без каких-нибудь условий, греюсь газовой плитой. У меня папа родился в Лучистом Демирже. Хочется вернуться на родину и жить здесь. Это наша земля, это наша родина. Недавно над Лавровым полем возникла новая угроза. Местным жителям сообщили, что на эту землю имеет виды один из крупных гостиничных комплексов. Некоторым даже предлагали освободить свои дома и участки за скромную компенсацию. Но местным жителям некуда идти. Они надеются, что власть все же обратит внимание на их массив и поможет с узакониванием земли.